Откуда берет начало наш Чингирлауские район? Первое упоминание в архивных документах встречается за 1897 год. В состав Уральской губернии входили Чиликская и Чингирлауская волости. Это 17 аулов, и население проживало 18,5 тысяч человек. В 900-е годы потянули переселенцы с Украины, Полтавской губернии. В 1928 году в результате административно-территориальных изменений был образован на базе Чиликской и Лубинской властей Чиликский район. И 23 июня 1928 года постановлением ЦИК Казахской ССР Чиликский район был переименован в Чингирлаусский. В 1929 году был образован Чингирлаусский сельский совет. В 1911 году население нашего района составляло 27,5 тысяч человек. К 1934 году осталось 13. Причиной уменьшения численности населения служила гражданская война, массовый голод, насильственная коллективизация. К 1949 году в районе насчитывалось 44 аулсовета. Эхо Великой Отечественной войны докатилось до нашего района. Более 3,5 тысяч человек ушло на фронт, и вернулось только 887. Наш район гордится нашими земляками, героями Советского Союза. Это Андрей Тихоненко, Георгий Шевцов, Сундинкали Искалиев и кавалер орденов славы 3 степеней Бисенгали Мухамбетов, который вернулся с фронта и 12 лет возглавлял колхоз Ахчи Карагарского сельского совета. Наш район ковал победу не только на фронте, но и в тылу. Сотни эвакуированных принял Чингирлаусский район к себе, накормил, обогрел. Началось восстановление разрушенного хозяйства, началось освоение целины. Наша земля гордится тружениками сельского хозяйства, людьми, которые завоевали трудовую доблесть и честь нашему району. Это герои социалистического труда. Куантаев Мулдагалий, председатель колхоза «Красный партизан» Лубинского сельского совета. Это Наталья Семеновна Беленькая, бригадир овощеводческой бригады Чингирлаусского хлебоприемного предприятия. Это Валентин Сергеевич Василянский, бригадир тракторной бригады Чингирлаусской МТС. И позже Манат Бахитович Ержанов, бригадир тракторной бригады Ащесайского совхоза. Это знатный чабан, лауреат Государственной премии Казахской ССР Тлеугалей Нургалиев, чабан совхоза Ащесайский. Это Айбулат Татиков, скотник совхоза Алмазный, заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер орденов трудовой славы 3 степеней. За долгие годы существования район претерпел некоторые изменения. К 1961 году в районе было образовано уже 8 совхозов, и позже было образовано Жанакушское спецхозобъединение по откорму крупного рогатого скота. В 1963 году район был объединен с Бурлинским. И с февраля 1965 года Чингирлаусский район существует как самостоятельная административная единица Западно-Казахстанской области. 1978 год знаменателен небывалым урожаем. Сдано государству было 15 миллионов пудов хлеба. 80-е и 90-е годы – это строительство жилья. Более 10 тысяч квадратных метров ежегодно сдавалось жилья. 2000-е годы, 2006 год – в район пришел газ, питьевая вода. Ведется строительство жилья и социально-культурных объектов. За 95-летнюю историю Чингирлаусский район, старейший Чингирлаусский район, заслужил
трудовую славу и считается одним из лучших в Западно-Казахстанской области.